Я не знаю уже, сколько можно. Ну да, в принципе. Не, вы меня разорить хотите уже. Какие сроки были уже ограничены вам? Еще, еще 1,5 миллиона, да, ну. Ладно, в течение недели. В течение недели. Да, проходите. В течение недели, да, я постараюсь вам эту сумму перевести. Я думаю, ну все, как договаривались, да, согласно вот все вот это по евростандарту. Все, присаживайтесь. Да, я думаю, что мы решим этот вопрос, да, положительно. Все, до свидания. Здравствуйте. Николай Павлович. Да, чем могу помочь? Да так, Вы у нас, по-моему, Элитстрой, да, фирма? Да. Какие проблемы? Да вот мимо заезжал, думал приехать, у вас кое-что спросить, уточнить. Конкретнее. Время, деньги, дорогой, знаете же. Конечно, что? Конечно. Какие проблемы? Вот, до меня дошел слух, что у вас проходит тендер на строительство. Да, в 6-м микрорайоне проводим тендер на строительство детского комплекса. Хотите принимать участие там? Да вот, желательно бы. Понимаете, вы же не понаслышке знаете про нашу фирму. Да, фирма знакома мне, вроде хорошие рекомендации, но не знаю, как у вас там с тендером получится выиграть, не получится. Николай Павлович, понимаете, мы 15 лет в данной структуре. Но, к сожалению, настали не лучшие времена для нашего бизнеса. Вы знаете, я ничего там не решаю, все решается на уровне Да нет, что? акимата. Не знаю, смогу ли я вам чем-то помочь. Вы там говорите самое малое слово. Вы один из важнейших человек нашего города. Ну, зачем вы скроете? Да. Ну, если говорить серьезно, какой мой процент от сделки будет, если вы знаете, все пройдет удачно? Можно подумать, в принципе, от 10 до 15%. Как вы знаете, это немалые деньги. 10-15%, да, денежки мне сейчас не помешают. Да и вам, я думаю, репутацию вашей фирмы подмочить не надо. Значит, я сейчас вам напишу номер, реквизит счета. Пожалуйста, первый транш сюда переведете. После удачного решения основную часть денег на этот счет. И все. Ну ладно. Документики посмотрите, пожалуйста. Вот, может, там вам что-нибудь понравится, приглядится, может, еще какие-нибудь скидочки будет. Хорошо. Приятно иметь дело с серьезными людьми. До свидания. Вот так и... Я, Пастухов Даниил, студент Уральского политехнического колледжа. Как сказал Лев Гумилев, человек в ответе за свои поступки. Я давно определил для себя свое призвание – быть неравнодушным к тому, что происходит в стране, в нашем регионе, городе, ауле. Без неустанного и упорного труда нельзя достичь высоты ни в одной профессии. Своим ровесникам хочу напомнить, что прошли времена, когда молодежь поступала в вузы или устраивалась на работу с помощью родственных связей или знакомств. Ныне многое стало прозрачным, благодаря политике нашего президента. Мы, молодое поколение, хотим внести свой вклад в развитие страны, чтобы сделать нашу родину богаче, сильнее, успешнее. Молодое поколение стремится к построению демократического государства и несет общую ответственность за настоящее и будущее своего народа. В наш стремительный век инноваций и глобализации нам некогда тратить время на средства и коррупцию. Лучше кардинально изменить себя, быть в тренде. На примере развитых стран мира мы видим, что добиваются они процветания через динамичность, ускорение и модернизацию экономики. Поэтому надо искоренить такое зло, как коррупцию. Я будущий прораб. В перспективе честно буду заниматься своим делом, строительством.
и эксплуатацией зданий и сооружений, то есть тем, что определено мне судьбой и призванием. Ведь это самая большая роскошь – позволить себе заниматься тем, чего хочет душа. Да, понимаю, что до истинного творчества предстоит совершать ошибки и терпеть неудачи. Иногда смириться с невысказанностью и даже пережить опустошенность, увидев и узнав предательство или зависть. Но надо поверить в себя и никогда не нарушать закон. Не переступать общечеловеческие нормы взаимоотношений с людьми. Самая главная похвала для меня – работать на совесть.